Глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов проверил качество строительных работ нового корпуса Центра соцобслуживания для пожилых граждан и инвалидов в Малгобеке. Объект построен в рамках регионального проекта «Старшее поколение». В новом корпусе откроют дневной стационар, отделение регионального центра соцобслуживания и клиентские службы социальной защиты населения Малгобека и Малгобекского района. За подопечными будет организован специализированный уход. Больным будет оказан широкий спектр медицинских услуг. Уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цычоев и первый заместитель прокурора Ингушетии Тимур Воробьев проведут совместный прием граждан. Он пройдет 16 апреля с 10 до 13 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Также требуется предварительная запись. Правительство России упростило регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства. Решение позволит быстрее выводить на рынок медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Согласно новым правилам, сокращен срок предоставления госуслуги по регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства с 60 до 40 рабочих дней. Также уменьшено количество требуемых для этого документов, закреплена возможность получения услуги в электронном виде, в том числе на портале госуслуг. Главное управление МЧС по республике сообщает, что в Ингушетии прогнозируется похолодание. В течение суток 10, 11, 12 и 13 апреля местами на территории региона ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов. Дом молодежных организаций Ингушетии запускает киноклуб. Участники смогут смотреть и обсуждать различные киноленты. Дважды в месяц в клубе будут показывать патриотические фильмы, посвященные отваге, истории и традициям. Еще 2 раза в месяц зарубежные фильмы в рамках Международного клуба дружбы. Также выделят отдельные дни для парней и девушек. С 18 по 27 апреля по всей России пройдет масштабная акция по благоустройству городов, парков, лесов, береговых зон, воинских захоронений и мемориалов в рамках Года защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами акции выступают Всероссийское экологическое движение «Экосистема» и Росмолодежь. Ее цель – объединение общества через укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и заботу о природе родной страны для сохранения исторической памяти и увековечивания жертв защитников Отечества. Депутаты Госдумы предложили внести поправки в налоговый кодекс, освобождающие от уплаты НДФЛ матерей 2 и более детей. По мнению авторов инициативы, налоговые льготы позволят снизить финансовую нагрузку на семьи, улучшить их материальное положение и сформировать долгосрочные стимулы для увеличения числа многодетных семей. Поправки освобождают от налога на доходы физических лиц женщин, имеющих одного ребенка, до достижения ими возраста 30 лет, и бессрочное освобождение для женщин, имеющих 2 и более детей.